на уникальном мероприятии, значение которого вы, наверное, еще пройдет какое-то время, осознаете в большей степени. Поэтому я хочу искренне поблагодарить вас за то, что одна предложила, другая поддержала, и дальше по цепочке память об этом человеке пойдет, потому что она как бы заражает всех. Мне посчастливилось тоже с ним общаться. В самой такой вот ситуации, помимо концертов, где восторг переполняет душу, где царит аура восхищения, и все аплодируют, и в ситуации очень кулуарной, когда мы готовились в Министерстве внутренних дел к камерному такому мероприятию, поздравляли с 8 марта сотрудниц органов внутренних дел. И Алексей Васильевич согласился прийти на это маленькое мероприятие и сделал подарок вот в маленьком зале. То есть для него не существовала большая эта сцена. Вот Валентина Васильевна сказала, какие роли он исполнял и пел. Или вот маленькая совершенно аудитория. Он мог подняться, поехать с Валентиной Васильевной в глухую деревушку и там восхищаться тем, что он видит. Мне кажется, вот таким серьезным я его не помню. У него всегда на лице, всегда восторг. Он как будто, понимаете, не насытился жизнью. Он радуется ей. Что бы ни остановило его взор, он тому дарит свою любовь. Может быть, поэтому так мало лет отпущено, потому что человек так интенсивно живет. Но как много он постиг, как много он понял, и как многим его отделила природа. Вы сегодня маленький кусочек, отрывочек события жизни человека, о котором мы сейчас уже говорим, он великий. И я это, кстати, очень часто слышу. Великий Моисеенко. Но я ведь человек, который прожил достаточно большую жизнь, знаю, что очень непростые были времена и у него, как у человека творческого, когда были непонимания, он человек харизматичный, при всей его веселости, яркости, вот такой, знаете, как Пушкин. Не случайно он Пушкин, он же слог Пушкина ухватил. Он фактически разговаривал с ним так, как Пушкин бы разговаривал с ним, однозначно. Это вообще все уникально. Ну вот что говорить, я просто в очередной раз порадовалась, что именно гимназия, женская гимназия, где выходили вот сюда девочки, опять ощутила, знаете, почву под ногами на фоне огромного количества сейчас всяких мнений, что вот такая жизнь сумасшедшая, дети ненормальные. Какие прекрасные дети у нас, какие красивые девчонки. Знаете, чем они красивые? Неважно, такого рода, такого волоса темных, лица у вас другие, вы одухотворенные, вы способны понимать и ценить красоту. И, конечно, это все не просто так. Это вот благодаря коллегам, которые работают здесь, этим прекрасным учителям. Здорово, что к вам приходят молодые. Я еще подумала, это учителя. Они же эту красоту просто вот сюда несут, вам ее внедряют. Вам просто очень повезло. Поэтому приглашайте как можно чаще людей, у которых есть что вам сказать и чем поделиться. Потому что это дорогого стоит, как делал это Алексей Моисеенко. Для него не важно было, какая аудитория, важен был человек, с которым он общается, от которого он обогащается и щедро прямо вот выплескивает свой. Какую залихватскую он пел песню дворового жанра. Ну, как комиках пел, общался с бабушками на коме языке, гордился тем, что знает. Гордился, понимаете, это вот здорово, тем, что знает коми язык. Это на фоне того, что у нас вдруг сейчас возникла на пустом месте совершенно неожиданная вот какая-то ситуация, которую, ну, надо как-то пережить нам, но ориентир-то есть, на кого держать. Чем человек богаче душой, тем он щедрее и с удовольствием воспринимает мир. От этого он счастлив. Я вам желаю вот этого счастья как можно больше, Валентина Васильевна, вашему коллективу, вашему замечательному учреждению, чтобы здесь всегда царил дух вот этой красоты, которой в мире много, и людей красивых много. Замечательно. Пусть они прям сюда вот к вам притягиваются, а вы нас тоже сюда подтягиваете, потому что одно такое посещение заставляет дышать глубже. Спасибо вам большое. Всем успехов, красоты, добра в душе, равновесия и желания радоваться миру, чтобы глаза ваши лучились. Всегда лучились, чтобы мир в любой ипостаси вам
вам дарил какие-то подарки. В нем много всего, но тот, кто хочет увидеть плохое, тот только плохое увидит. А вы стараетесь видеть только хорошее.